даже нападки дьявола, проблемы, они были необходимостью, чтобы выработать в тебе эти иммунные духовные тела против вируса, против этой болезни, поражения, чтобы в твоей жизни все, что ты встретишь, ты смог свободно преодолеть и не погибнуть. Что есть назначение у каждой проблемы, которая приходит в твою жизнь, потому что твоя жизнь под контролем Бога. Каждая проблема имеет назначение к славе Божьей. Кажется, тупик. Кажется, выхода нет. Иногда человек именно так себя чувствует. Что происходит в эти моменты с нашим сердцем? Оно сжимается. Самый большой враг – это страх. Когда тупик, самый большой враг – это безысходность. И когда угроза, самый большой враг – это ожидание каких-то проблем. Вы знаете, мы проходим в жизни эти пороги. Мне кажется иногда, что наша жизнь, вот она похожа на такой, знаете, корабль, который плывет по волнам. И все видят только этот корабль и волны. И эти волны, они могут быть такими, знаете, искриться, быть красивым. Корабль может быть таким, знаете, накрашенным. Ой-ой-ой, таким разукрашенным, красивым. Но приходят моменты, и ты капитан этого корабля, и ты знаешь, что есть вот там, под водой, скрытые скалы, скрытые пороги, которые нужно перейти, которые нужно правильно переплыть. И очень часто так бывает, когда твой корабль, он зацепился за какую-то скалу, какой-то порог под водой, ударился. И внешне ты скрываешь эту боль. Но внутри, там, в глубине, ты терпишь ужасные страдания, ужасную боль. Ты думаешь, как же быть, что же делать? Ты пытаешься даже всем показывать, что все хорошо. Но на самом деле в тебе тысячи мыслей, что будет дальше. Когда вдруг ты слышишь треск, и тебе кажется, что корабль сейчас развалится, твоя жизнь сейчас распадется на куски, и ты просто утонешь в этой проблеме и не выберешься с нее никогда. Мне стоит сегодня сказать каждому. Вот я размышляю о жизни, знаете, и думаю, что нам всем нужно знать, что Бог все контролирует. Что Бог все контролирует. Что даже бывает приходят проблемы, и они, вот оборачиваясь назад, я вам скажу, эти проблемы, они были необходимостью, чтобы выработать во мне иммунитет. В твоей жизни даже нападки дьявола, проблемы, они были необходимостью, чтобы выработать в тебе эти иммунные духовные тела против вируса, против этой болезни, поражения, чтобы в твоей жизни все, что ты встретишь, ты смог свободно преодолеть и не погибнуть. Знаете, вот однажды, когда Иисус с учениками шел, Он
проходил, и увидели они слепого, который был слепой от рождения. И ученики, они спросили: кто виновен? Кто согрешил, он или родители его? И вы знаете, удивительный вопрос: он или родители его? Он ведь родился слепым. И вот послушайте, а он говорит и отвечает: не он и не родители его, а это болезнь к славе Божьей. И вот мне хочется сказать, что я всю жизнь вижу, что есть назначение у каждой проблемы, которая приходит в твою жизнь, потому что твоя жизнь под контролем Бога. И я хочу тебе сказать, что назначение проблем в твоей жизни не имеет поражения, не имеет конечного фиаско. Каждая проблема имеет назначение к славе Божьей. Даже кажется, вот он родился слепым. Может, Бог стоит над временем, и он видел, что этот человек сделает, и поэтому так произошло. Нет, он говорит, нет причины негативной. Есть одна причина, только позитивная, к славе Божьей. И этот больной, он был исцелен. И я хочу тебе сказать, что любые проблемы, они приводят нас к Иисусу. Вот если бы этот человек не родился слепым, возможно, он бы никогда не встретился с Иисусом и никогда бы не смог, просто не смог обрести это счастье, быть с Богом в вечности. И если сегодня дьявол тебе говорил, что он погубит тебя, если вы находитесь сейчас в самом тяжелом физическом состоянии, вы, возможно, умираете, возможно, что-то происходит самое страшное с вами или с кем-то другим, кто вам дорог, послушайте. Пусть сегодня в вашей голове будут звучать эти слова, что это не к смерти, это к славе Божьей. Это чтобы на мне явились дела Божьи. Это чтобы через эту проблему прославился Иисус. И теперь вот послушайте, вы скажете: но у меня очень большая проблема. У меня очень большая проблема. Вот чем больше ваша проблема, тем больше будет славы Иисусу. Тем больше будет славы Иисусу. Иисус, Он прославляется в жизни каждого человека, который встречается с Ним.